Черное озеро, Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Замначальника экологической милиции получил 2 огнестрельных ранения возле своего дома. Сразу же на место приехали руководители силовых подразделений. По информации, полученной из пресс-службы МВД, Дауд Коригов от полученных ранений несколькими часами позже скончался в больнице. Как обычно, 7:30 я подъехал за ним, ждал. Сначала первый вышел сын у него, мы должны были его в садик завести. Полковник еще был жив и даже пришел в сознание, но вскоре от полученных ран умер на операционном столе, сказав, что не подозревает никого, не разглядел убийцу и не знает причин, по которым кто-либо мог свести с ним счеты. Еще спросил, жив ли сын. Его успокоили, и тогда он закрыл глаза. Убитым оказался полковник милиции Дауд Коригов. Коригов Дауд Ахмедович, 1964 года рождения, ингуш, уроженец города Грозный Чечено-Ингушской АССР. В 1992 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени Ульянова-Ленина. Женат, имеет 2 сыновей. Проходил службу в ВВД на территории республик Татарстан, Чувашия, Чечня, Бурятия, Ингушетия. Занимал должность заместителя начальника управления по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды МВД Татарстана. Таким образом, какой-либо информации для раскрытия преступления от потерпевшего получить не удалось. Убийство милицейского руководителя такого ранга – это серьезный вызов правоохранительным органам и власти. Вскоре на место происшествия прибыло руководство прокуратуры и МВД. Первое совещание провели уже в машине. В это время следователи, приехавшие к дому номер 43 по улице Закиева, собирали вещдоки. Ну, где-то здесь машина стояла, вот так вот, служебная, подъехала она за ним. Труп, куча народа тут, все бегают, шум, гам. Осмотрим без происшествия уже, следователи здесь работают. Такая примерно картина была. В ходе осмотра были изъяты гильзы от пистолета ПМ калибра 9 мм. Кроме того, удалось обнаружить след протектора с места предполагаемой парковки автомобиля преступников и находившийся рядом с ним отпечаток обуви. Параллельно сотрудники милиции провели поквартирный обход близлежащих домов. К этому времени уже были установлены первые очевидцы совершенного преступления. Они рассказали, что видели во дворе серебристую «Ладу», водитель которой замазывал номера грязью. Одной свидетельнице удалось разглядеть его лицо, и, по ее словам, это был кавказец. Чтобы максимально точно воплотить описание подозреваемого на бумаге, был приглашен следователь прокуратуры Искандер Халиков, обладающий навыками художника и ранее неоднократно составлявший субъективные портреты. Субъективный портрет составляется с непосредственным очевидцем совершенного преступления. Это может быть как свидетель, так и потерпевший. Но в случаях с убийствами это чаще всего становится свидетель, который стал непосредственным очевидцем преступления. Вот. Вместе с ним обговариваются все условия, при которых состоялся визуальный контакт с непосредственным объектом, который мы будем рисовать. Обговариваются черты лица, какие-то черты поведения. Чтобы понять, насколько
человек может описать другого человека, задаются различные наводящие вопросы. Ну и потом мы с ним делаем эскизы, и сопоставляя эти эскизы, мы уже составляем основной субъективный портрет. В первый момент убийство полковника связывали с его должностным положением. Однако выяснилось, на посту заместителя начальника экологической милиции Дауд Коригов проработал совсем недолго, а в Казань был переведен из Ингушетии, где руководил Республиканским министерством внутренних дел. Отрабатывались все возможные версии и мотивы убийства полковника, в том числе и кавказский след. Не исключалась версия и кровной мести. Первый день видимых результатов не принес. К вечеру второго дня расследования участковый инспектор милиции получил объяснение лиц, которые отсутствовали дома при первичном поквартирном обходе. Среди них имелись показания 16-летней школьницы, проживавшей в одном подъезде с потерпевшим. В ходе допроса были установлены интересные детали. Оказалось, что каждое утро она выходит из дома и идет в школу в одно и то же время, то есть в 7 часов 24 минуты, согласно показаниям ее наручных часов. После допроса несовершеннолетней появилась мысль отследить данный звонок, так как это была единственная возможность выйти на след исполнителей преступления. И когда я ее допросил, я уже пошел снова в отдел полиции Азин, потому что как раз должно было быть оперативное совещание очередное по раскрытию этого преступления. Пока шел, то есть в голове постоянно этот вопрос как-то крутился, вертелся, как найти, за что зацепиться. И действительно, эта мысль возникла, что зацепиться надо к телефону. Школьница, соседка убитого полковника, утверждала, что она слышала звонок мобильного телефона убийцы в 7 часов 25 минут. В этот момент на коммутаторе было зафиксировано 982 разговора из данного района. Казалось, убийц полковника вот-вот вычислят. Личности всех абонентов установили и проверили на причастность к убийству полковника Коригова. Была проведена огромная работа, однако все подозреваемые оказались законопослушными гражданами. В то же время не прекращалась работа по допросам всех жителей подъезда, в котором проживал Коригов, чтобы установить возможных новых свидетелей. И вскоре это принесло свои плоды. В итоге сложилась достаточно полная картина преступления. Согласно показаниям свидетелей, преступников было не меньше 3. Первый обеспечивал отъезд с места преступления и был водителем серебристой десятки. Второй находился у подъезда потерпевшего и по сотовому телефону предупреждал стрелявшего о подъехавшей служебной автомашине. Третий находился этажом выше квартиры Коригова и ждал его выхода из дома, чтобы застрелить. Оперативники чувствовали, в расчеты закралась какая-то ошибка. Но где? Неужели часы школьницы? Можно ли безоговорочно доверять несовершеннолетнему свидетелю? Школьница подтвердила догадку следователя. Ее часы порой отстают, а сверяет их точность она раз в неделю, в воскресенье. Тогда часы доставили в Центр метрологии. Специалисты НИИ исследовали их с помощью специального прибора синхронометра. Точность синхронометра 2 секунды, умноженные на 10 в минус 11 степени. Ровно через сутки специалисты дали заключение. В результате проверки часов выяснилось, что суточное отставание у них составляет 1 минуту. Минута отставания в сутки.
Убийство полковника произошло в четверг. Школьница проверяла свои часы в воскресенье. Таким образом, когда девушка услышала сигнал телефона убийцы, ее часы отставали на 4 минуты. Значит, преступник ответил на звонок не в 7 часов 25 минут, а в 7:29. Ну, когда начали работать, вот оперативники, они уже то есть нам просто технари подсказали, зачем вы будете запрашивать весь город. Можно запросить вот эту вышку, привязки, мы вам посмотрим, то есть на какой сектор должно убиться, все. И мы действительно, они нам показали, и там все ясно и понятно. Вот они, там был даже не 3, там было звонков 4 или 5. То есть они между собой общались, и нам сразу показали, что, пожалуйста, все эти телефоны уже вот после этого звонка больше не разговаривают. Аналитическая группа вновь начала изучение сотен мобильных соединений. Наконец, пришел долгожданный результат. Один из звонивших проходил по делу о мелком хулиганстве. Его фотография заносилась в компьютерную базу Face Manager и была похожа на портрет, нарисованный со слов очевидца преступления. Мелким хулиганом оказался живущий в Казани азербайджанец Руфат Мамедов. Второй телефон был оформлен на жителя поселка Шугурово Лениногорского района Татарстана Виталия Горбунова. Возник вопрос о том, что этот сельский житель делал на месте убийства в 300 километрах от своего дома, неоднократно созваниваясь с уроженцем Кавказа Мамедовым. В отношении Мамедова были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что на следующий день после убийства он сразу же скрылся у себя на родине в Азербайджане. Мне как следователю, как оперативникам было ясно и понятно, что мы на правильном пути. Мы Мамедова Руфата так установили. Они мне показали то, что он живет с женщиной, то, что на эту женщину зарегистрирована машина. И потому что нам очевидец говорил, что это была десятка серебристого цвета, я им поставил задачу найти эту десятку. У нас был след протектора шин. Я сказал, посмотрите. То есть протектор, то есть совпадает, не совпадает. Да, действительно, они вот накануне поставил, на следующий день в обед они мне уже звонят: Олег, десятка встала на стоянку в день убийства. Из учетного журнала следовало, что Мамедов поставил автомобиль на стоянку в 11 часов в день убийства, после чего оплатил охрану на месяц вперед. Со дня смерти Коригова серебристая «Лада» со стоянки ни разу не выезжала, а поверхность ее колес совпадала с протектором, обнаруженным на месте происшествия. Свидетель видел, что киллер без очков. Когда начали отработать с Горбунова, он сам с Лениногорского района, Шугурова, мы получаем информацию оперативную, что кличка у него снайпер. Думаю, наш. Приезжаем, у него линзы такие +8, +5. Сначала расстроились. А потом уже выясняется, что это стрелял не Горбунов, а Хайрулин. Были получены фотографии Горбунова и Хайрулина, причем снимок последнего совпадал с описанием убийцы. В целях пополнения доказательной базы были затребованы все детализации телефонных соединений Мамедова и Горбунова. Анализ полученных данных показал, что за 2 дня и накануне убийства оба подозреваемых находились у дома Коригова. Их телефонные разговоры велись через базовую станцию, располагающуюся в микрорайоне проживания потерпевшего. При этом они часто общались между собой именно в утреннее время, когда Коригов выходил на работу. Мы следили за ним несколько дней, за его режимом, во сколько приходит, во сколько уходит он. То есть не готовились уже основательно. Не просто пришли, убили. Заранее адрес показали, заранее машину показали. На работу они к нему ездили, там за ним следили они. То есть выжидали удобное место в момент совершения убийства. И в итоге решили вот здесь во дворе дома совершить. Анализируя номера входящих и исходящих звонков сотового телефона Горбунова, удалось установить адрес казанской квартиры, в которой он с Хайрулиным временно проживал с 15 по 21 февраля 2003 года. Они проживали у своих земляков. Мы в дальнейшем этих тоже парней допросили. Они действительно сказали, что проживали. И один из них сказал, что я вообще видел пистолет в кармане у... Я, говорю, случайно его куртку взял, Хайрулина. Она тяжелая показала. Я засунул руку в пистолет, но я ничего не стал, повесил ее, то есть ничего не стал говорить.
При изучении детализации телефонных соединений Горбунова также выяснилось, что за время нахождения его в Казани он трижды пополнял счет своего сотового телефона с помощью карт экспресс-оплаты. По серийным номерам данных карт было установлено, все они приобретены в период с 17 по 20 февраля 2003 года в магазине напротив дома Коригова. Это еще раз подтверждало, что Горбунов и Хайруллин, готовясь к убийству, неоднократно наблюдали за домом потерпевшего. В дальнейшем, посредством обработки результатов биллинга, удалось нащупать предполагаемого четвертого соучастника убийства Коригова, который все это время находился в тени. Им оказался еще один уроженец Кавказа, азербайджанец Исмаил Исмаилов. Биллинг – процедура формирования итоговой информации об использовании и оплате услуг абонентам. Помимо тарификации звонков и защиты от несанкционированного доступа, может использоваться для определения типа соединений, кто и куда звонил. В сервере системы хранится подробная информация о каждом абоненте, предоставляемых ему услугах и платежах. Когда это необходимо, следователи запрашивают информацию в компаниях мобильной связи. По этим распечаткам можно выяснить, когда, кому и, самое главное, во сколько звонил или писал абонент. Так что если я даже сотру смс-ку в своем сотовом телефоне, например, с угрозами в адрес какого-либо лица, она все равно останется в памяти сервера. Было принято решение дождаться Мамедова из Азербайджана и одновременно задержать всех четверых подозреваемых. Возвращение пришлось ждать около 3 недель. Получив от зарубежных коллег сообщение о том, что Мамедов уже летит в самолете из Баку и через 4 часа будет в Казани, были созданы 3 группы захвата. Первую группу направили в международный аэропорт Казань, вторую — на задержание Исмаилова, третью — в поселок Шугурово. К сожалению, когда началась операция по задержанию, кто-то предупредил Исмаилова, и он успел скрыться. Мамедова же задержали здесь, в аэропорту, когда он прилетел рейсом Баку-Казань. Хайруллин и Горбунов были арестованы поздно ночью по месту жительства. Задержание стало для них полной неожиданностью. Преступники даже не предполагали, что в их глухой поселок нагрянет казанский СОБР. Внезапный ночной арест настолько ошеломил их, что когда их везли в Казань, они прямо в машине стали рассказывать, как совершили убийство Коригова. Потом все сказанное повторили в кабинете следователя. Из показаний Хайруллина. Мы как-то приехали в Казань, где случайно познакомились с Исмаиловым. Он предложил работу. Говорил, что надо убрать человека за $5000. Из показаний Горбунова. Он дал нам помощники Мамедова. У того была машина серебристая «Лада». Мы должны были пару дней подежурить у подъезда того мужика, которого надо было убрать. Смотрели, во сколько он на работу уезжает и когда приезжает обратно. Из показаний Хайруллина. Пистолет с глушителем мне дал Исмаилов. У Горбунова зрение плохое, но оружие я при себе не носил. Пистолет лежал у Мамедова в тайнике в машине. Про киллера в кино все смотрели. Нажать на курок несложно, в общем-то, оказалось. Потом мы попрыгали в машину, и все. После допросов был проведен следственный эксперимент. Находясь у дома убитого, обвиняемый Хайруллин показал точное место, куда он выкинул пистолет. Интересная история там с пистолетом случилась. Его же сначала не нашли, облазили все там. Ну, курсантов уже пригнали. Но зима все-таки, снег лежит, все облазили. Вот нет этого пистолета. Хайруллина задержали, он написал явку с повинной. Поехали за пистолетом. Ну, на место происшествия, как положено, допрос там. Я говорю, где пистолет? Там, говорят,
Где-то в этом районе я взял пистолет. Так. За ствол и выкинул. Туда? Да, в сторону. Ну, так стоял. Вспомнил, показал, вот лежит, и действительно лежит пистолет. Баллистическое исследование показало, что именно из данного оружия был застрелен Коригов. На допросах Горбунов и Хайруллин рассказали о том, что все указания по организации убийства отдавал азербайджанец Исмаилов, приехавший в Казань в конце 90-х с семьей. Им важно было только заработать деньги. Они даже не интересовались, кого убивают. Исмаилову удалось покинуть квартиру за несколько минут до прихода милиции. Его земляк Руфат Мамедов отказался сотрудничать со следствием. Однако его изобличало то, что именно его видел свидетель на месте убийства. Несмотря на опознание, преступник так и не признался и не раскаялся. Что это были за ребята, которые так легко согласились на убийство человека? Что их толкнуло на этот шаг? Характеристики у всех были положительные. На учете нарколога и психолога никто не состоял, травм головы не было. Может быть, протокол допроса что-то разъяснит. Хайруллин, тот, что стрелял, объяснил, что находится в тяжелом материальном положении, так как недавно разбил машину двоюродного брата. Вынужден большие суммы тратить на лечение больных родителей и имеет большую задолженность по алиментам. Вот так парень решил разрубить Гордиев узел материальных проблем. Убил человека, а сам сел в тюрьму. И надолго. Свидетелем этого убийства невольно оказался сын полковника Коригова Азамат, которому на то время было 11 лет. Отец по утрам отвозил его в школу. При рассмотрении дела в суде Азамату был задан вопрос, кто из 3 находящихся на скамье подсудимых стрелял в его отца и его сына. Вот этот мальчик, которому на день суда было около 12 лет, он встал без слез, спокойно и очень жестко, указав на Хайруллина, сказал: вот это он, я его запомнил на всю жизнь, что именно вот Хайруллин совершил убийство его отца. Как соучастника убийства полковника милиции Коригова суд приговорил Мамедова к 13 годам лишения свободы. Горбунов и Хайруллин получили 11 и 18 лет соответственно. Хочется отметить Валеева Марата, да, вот оперативника здесь, потому что у нас Исмаилов скрылся. И вот Валеев Марат просто для себя поставил вот задачу. Каждый день 5-10 минут уделял этому направлению. И получается, что только в 2008 году он смог его найти в Москве, он сменил фамилию, документы все. Но он его нашел, тоже нашел по сотовому телефону, нашел, поехал лично, задержал. Когда он его позвал, говорит: Исмаил, это ты? Он обернулся и очень сильно удивился. 11 июня 2009 года Верховный суд Татарстана признал его виновным в организации убийства Коригова и приговорил к 14 годам в колонии строгого режима. Исмаилов вел себя спокойно, ничего не говорил. Мамедов, он вину он тоже не признал, Исмаилов. Значит, вину он не признал, пояснив, что в феврале 2003 года он встретился с 2 мужчинами, которые приехали из города Москвы, и его знакомым по имени Гасан, которые попросили его помочь им разобраться с одним мужчиной. Но конкретно, что они имели в виду, вот разборкой они не сказали. Это уголовное дело стало прецедентом в российской криминалистике. И уже тот факт, что по его материалам выпустили специальные методические пособия, говорит о многом. Преступники изобличены. Убийство высокопоставленного милицейского чиновника раскрыто в кратчайшие сроки. Дело закрыто. Но причину, по которой был убит Коригов, ни Мамедов, ни Исмаилов так и не назвали. Лениногорские киллеры не были посвящены в мотивы, которые двигали азербайджанским заказчикам. Вопрос, за что был убит полковник, так и остался открытым.